Честно, очень лень, но надо записывать. Так, давайте. По поводу, там у меня спрашивали платков, которые платки, ткани, отрезы, которые оставляются на зирате, на могиле. Либо это может быть белый отрез, вот, которые вот эти вот метровые, да, кусочки ткани, либо это может быть платок, либо может быть отрез ткани. Желательно отрез ткани оставляют 2 метра, то есть чтобы из этого можно было шить куилек платье. Что делается? Вы оставляете свои, то есть это ткань, платок, может быть, либо вот акмата, белая мата, оставляете и забираете с могил другие, чужие, те, которые лежали там. То есть, скажем так, это получается вот что: вы эту ткань, платки оставляете, они там намаливаются, как бы сказать, худ собирают, пока лежат. Потом когда вы приходите забирать, не свой, чужой можно забирать, то вы как бы вот этот вот батамен аласас. То есть эти ткани, эти отрезы, эти платки, потом они как лечебные становятся у вас. То есть когда вы болеете, головные боли, ребенок пугается, все это под подушку, на подушку ребенка укутывать, голову завязывать и так далее. Либо наоборот, допустим, если вы там килен, то есть женщина, которая носит платки дома, вы можете потом этот платок носить. Если это отрезы ткани, то вы прямо из этого отреза шьете себе платье какое-то. И когда, допустим, болеете, либо у вас тяжелое положение, вы его носите. Вот что делается с этими тканями. В них и платки, в них нету ничего плохого. То есть эти отрезы ткани, платки лежат и собирают, ну как еще сказать вам на русском, намаливаются. То есть в них хорошее собирается, потом вы забираете. Если у вас с собой ничего нет, можете оставить также на собой платок, чистый, естественно, головной свой платок, то есть то, что на вас было, можете тоже оставить себе, взять другой, надеть на себя, вот так. Вот что делать с этими тканями. И еще давайте повторяем. Мужчины, вы должны тоже так надеть, то есть тюбетейку надеваете, закрываете свой кут, то есть он здесь хранится, не растерять на зирате. Женщины надевают платки, закрывают волосы. С месячными нежелательно туда вообще ходить, потому что вы шайтанов только так соберете, на кровь, канга келеды. Какие-то порезы, раны тоже открытые, закрываете, потому что канга опять келеды. Дальше на волосы собираются шайтаны. Если вы слабая, такая болезненный человек, голову закрывать. У мужчин вы тоже знаете, что они тоже могут надевать вот эти вот платки, как их банданки или как еще называют. Я забыла казахшахалай. Помните, у нас есть, да, такие головные уборы. Тем более, что у казахов раньше было принято волосы прям забривать. Где сбривать, где, да, в косу заплетает, ну, немножко другая тематика. И там на косе обычно серебряное какое-нибудь или золотое украшение у мужчин было. Так, если вы боксе, это вообще другая тема. То есть если вы человек с хасиетом, и вы работаете с джиннами-шайтанами, то там вообще распущенные волосы, без платка, легко, просто, потому что это ваша тематика, вам как раз нужно туда идти для диалога. Кто никогда, то есть если вы с хасиетом никогда не были без платка, попробуйте без платка побыть и почувствуйте, то есть почему вам нужно распустить волосы. Те, кто в исламе, волосы не распускают.